Реформа системы образования, инклюзивное обучение и требования, которые предъявляются к школам и другим учебным заведениям по программе «Доступная среда», диктуют целый комплекс мероприятий по адаптации. Однако организация доступности для людей с ограниченными физическими возможностями представляет собой непростую задачу. Решить ее в условиях уже существующего здания и территории значит устранить все барьеры и преграды путем установки современных технических решений. Первым среди дошкольных учреждений города, который принял участие в программе «Доступная среда», стал детский сад «Светлячок». На полученные по программе средства здесь проведена большая работа, о которой нам рассказала заведующая Альбина Асмандиярова. В группе экономики созданы условия и приобретены оборудование для работы с детьми ОВЗ. Произведены следующие ремонтные работы. На территории детского сада установлен знак парковки для инвалидов, расширен проем калитки. У входа в здание установлен пандус с поручнем. В здании по пути движения в зоне целевого назначения, в групповых комнатах, музыкальном зале, в медблоке расширены двери, проемы. Произведены маркировкой дверей специальными наклейками. В санитарно-гигиенических помещениях установлены специальное оборудование и поручни около них, а также приобретены для детей ОВЗ специальное оборудование. На сэкономленные по программе средства были приобретены интерактивные логопедические и песочные столы, наборы по робототехнике и прочее. Это оборудование для работы с детьми-инвалидами будет установлено в специальном кабинете, который учреждение подготовило за счет собственных средств. Занятия будут проводить психолог и дефектолог. Совсем скоро детский сад сможет принять своих маленьких воспитанников, которым обычные дошкольные учреждения были недоступны. Ирина Оренбургина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.